Участок за участком сотрудники Сунжинского лесничества и лесопожарного центра засеивают последние метры нового питомника. Это значимый вклад в развитие лесного фонда региона. Семена для будущих саженцев закупили в соседних регионах. Ведь первый питомник республики закрыли еще в 2017-м. О климатических условиях, климатических условиях, да еще проживаемость региона. Так, цена архаи, нальчики, старые проживаемость холцер. Семена засеяны в 2 питомниках на территории Назрановского и Сунжинского лесничеств. Для этих целей выделены участки по 1 гектару. Изначально планировалось засеять семена 3 видов деревьев – ясень, красный дуб и лен. Они считаются лесообразующими породами в регионе. Но кроме них в питомниках будут разводить еще акацию, березу и липу. При озеленении городов у нас практически нет своего питомника в республике, поэтому хоть какое-то, чтобы подспорье было, мы решили дополнительно уже сами посеять и эти породы. Прежде чем начать посев в питомниках, пришлось очистить территорию от пней и кустарников. Землю вспахали, барановали и культивировали. Большая часть семян собрана лесниками. Их засеяли только после проверки качества. Восстановить питомник поручил глава республики. Ингушетия до сегодняшнего дня являлся единственным регионом, в котором не было своего лесопитомника. Эти 2 временных лесопитомника на площади 2 гектара. Здесь и в следующем году мы планируем увеличить площадь лесопитомника до 7 гектаров. Уже через 2 года мы будем уже видеть результат. И надеемся, что при 50% выходе будет 75 тысяч сеянцев. Такая погода – самое благоприятное время для посева семян. Их сеют глубиной в 10 сантиметров, чтобы не склевали птицы. А территорию питомника еще нужно огородить забором. Далее Асканова, Адам Гулоев, Магомед Дидигов. Новости 24.